Когда ты думаешь, ты представляешь, четвертое измерение включается. Бесы используют четвертое измерение. Они подражают Святому Духу. Когда бесы начинают использовать четвертое измерение, когда змей, он проникает, и когда змей, он начинает говорить, он начинает просто буквально давать тебе образы, и потом подстраивать обстоятельства. Вот что самое страшное, что вы даже не понимаете, что ваша мысль обязательно притянет обстоятельства. Обязательно притянет то обстоятельство, которое вы думали в вашей жизни. Не будет. Но вы подумали, но если, вот это «но если» открыло дверь для этих обстоятельств. Сатана придет и устроит просто что-то, чтобы ты убедился, что ты думал правильно. В то время, когда ты думал как пораженный. Вот в чем обман дьявола. В моей жизни был такой случай. Когда я был в Перещепино, я помню, это произошло со мной. У меня столько было каких-то неприятностей, было так тяжело. Мы жили в доме, в котором не было окон, не было полов. У нас не было хлеба. О каком хлебе могла идти речь? Мы веточки ломали и пили чай. У нас стоял мешок сечки, это все, что мы ели. Я помню, 3 месяца подряд, помню, была одна сечка. И вот поймите, ко мне просто пришли мысли, а если у тебя не получится, что ты будешь делать? И вдруг я начал думать, что я буду делать. Вы знаете, до пасторства я работал, я и строителем был, я работал на разных работах. И везде, в принципе, у меня получалось. И коммерцией занимался. Однако, когда я начал это думать, Бог остановил меня, и Бог проговорил мне. Вот как ты сейчас думаешь, вот таким путем ты и пойдешь. И Он мне открыл в это мгновение, вот когда было сказано мне это, что человек, если только он идет вперед с Богом, если он начнет думать о том, что он будет делать в случае неудачи, вот именно та мысль и станет той дорогой и тем мостиком, которым он пойдет. Вы должны услышать вот то, что мне проговорил Бог в тот момент, что когда ты допускаешь такую мысль, то Бог мне сказал, вот именно этим путем ты и пойдешь. Эта мысль – это мостик назад. Это мостик, вот ты так подумал, и чтобы ты понял, пройдут годы, и ты туда же попадешь. Поэтому с того момента я никогда в своей жизни не задумывался над тем, что я буду делать. В случае там каком-нибудь, мне было все равно. Я сказал, Боже, я просто верой веряюсь в Твои руки, и я знаю, что я всю жизнь буду в Твоих руках, и все. И не важно вообще, что у меня будет, чего у меня не будет, буду я богатым, буду бедным. Я знаю, что такое быть бедным. Я, в принципе, не боюсь ничего, потому что человек, я уже познал, он счастлив бывает, когда у него есть на что лечь поспать, когда у него есть кусок хлеба, и он уже может иметь мир в душе, и счастье, и радость. И точно так человек может иметь миллионы долларов и иметь смертельную тоску, иметь просто, знаете, печаль, переживания, страх и все остальное. Поэтому счастье, друзья, совсем не в деньгах, совсем не в том, в чем люди думают, оно есть. Счастье – это быть с Богом, а быть счастливым можно, когда ты мыслишь мыслями от Духа Святого. Но ты должен поставить забор, ты должен поставить ограничения, потому что человек ломается в мыслях. В мыслях, когда он допустил какую-то мысль, он как будто сломал забор. Вы знаете, между странами есть граница. Вот граница, когда ломается, это война. И вот вы поймите, почему граница охраняется. Охраняется территория. И точно так у тебя должны стоять мысли-пограничники, которые никогда не позволят тебе подумать плохо о себе, плохо подумать о Боге, плохо подумать о людях, плохо подумать о церкви, плохо подумать о пасторе, плохо подумать о своем будущем. Нет, ты не можешь это допустить. Если у тебя есть границы, если у тебя есть заборы, если у тебя есть эти стены выстроены, то дьявол не сможет никогда тебя одолеть.
Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Понял. Люди говорят, ну, как я говорил, как я думал, так и случилось. Знаете, когда подходит человек, знаете, с Библией к горе и читает из Библии, и там написано, Иисус говорит, если скажете горе, пересядь в море и не усомнитесь, то будет вам. Он подошел вечером к горе, посмотрел на гору и сказал, гора, пересядь в море. Развернулся и ушел. Наутро он пришел, гора была на месте. Он посмотрел на гору и сказал, так я и знал. Вот вы знаете, каждый раз то, что ты знаешь, то и будет происходить. Можно знать, что Бог всемогущий, а дьявол лжец. А можно знать, что ты пораженный, что Бог тебя не любит. Но это знание, это лжеименное знание. Это знание бесовское. Сегодня в этой передаче я хочу сказать тебе, мой друг, вот ты должен сегодня отречься от всякого знания, которое не поднимает тебя. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Вот знание. Нет негатива в Боге, нет проблемы в Боге, нет плохого отношения к тебе в Боге. Сомнения удали прочь, колебания убери прочь. Ты должен строить свое мышление исключительно на Божьем Слове. Божьи слова, которые там написаны, это Его мысли. Это Его мысли, которые Он записал. И ты, когда берешь мысли Бога и вкладываешь в свою голову, когда ты начинаешь мыслить критериями Божьими, то в этот момент ты освобождаешься от сомнений, от неверия, от страха, от поражения, и ты идешь вперед вопреки всему. Вы можете наблюдать сегодня в Библии за героями веры, как они шли вперед. Вы можете наблюдать сегодня, как Божьи люди по всему миру, Божьи помазанники, как Лестер Самрал, как Кеннет Хейган, Кэтрин Кульман, как пастор Банихин. Посмотрите, Йонги Чо, как это великие люди, как они идут вперед. Как они идут вперед, несмотря ни на что. Вы можете наблюдать, что какие бы испытания я как человек не проходил в жизни, как лидер, как апостол. Я иду всегда вперед, и в любом состоянии я иду вперед, потому что я что-то знаю. А я знаю, друзья, что Бог меня любит. Я знаю, что Бог, Он меня взял в свои руки. Да, я могу проходить самые трудные моменты в моей жизни. Но я знаю, что в Божьих руках я в безопасности, потому что Бог знает, что со мной делать. Бог знает, друзья, Бог, Он контролирует все. И это знание освобождает меня от всякого бездействия. Поэтому я всегда иду вперед, и вы можете наблюдать, как я в любом искушении, которого не было в моей жизни, я провожу телекрусейды. Я говорю о видении, я говорю о спасении людей. И даже когда мне очень больно, друзья, как бы мне больно ни было, я думаю о других людях. Потому что я знаю, что моя боль – это ничто. По сравнению с болью других людей, я знаю, что моя боль, она пройдет. А люди, которые не услышат Слово Божье, они могут быть обречены жить вечно в боли. Ты должен знать, что Бог, Он утверждает и укореняет тебя в своем деле. Он утверждает и укореняет тебя в вере в Него. Он утверждает и укореняет тебя в жертвах. Он утверждает и укореняет тебя в познании Слова Божьего. Поэтому сегодня, когда ты соприкасаешься конкретно с такими вещами, которые реальны. Точно так, как реален сейчас этот змей здесь, которого я могу трогать. Точно так, только более реально. Сегодня лукавый может соприкасаться с тобой. С этим змеем. С ним можно соприкасаться. Это всего лишь животное. Знаешь, это всего лишь творение Божье. Но змей, который пал с небес, Люцифер, это тот змей, с которым нельзя заигрывать, с которым нельзя соприкасаться, которого нельзя трогать, с которым нельзя торговаться. Плоть – это мастерская сатаны. Не давай дьяволу вообще пользоваться и
Не давай дьяволу касаться тебя, твоих слабостей. Не давай дьяволу просто внедрять в твой разум мысли о поражении, мысли о грехе, мысли о какой-то неправедности. Будь святым человеком. Святость – это твоя соль отношений с Богом. Праведность – это правильное положение перед Богом. Убери всякое зло от себя, убери всякий грех от себя. Ты должен очистить себя на 100% от скверной плоти и духа. То есть от каких-то грехов, которые оскверняют тебя. Отрекись от них. Ты должен 100% знать, дьявол может контролировать тебя через грех. Ты должен точно так очистить себя от грехов, которые изнутри. Это обида, ненависть, зависть, непрощение, осуждение. Послушайте, чувство вины – это тоже как грех. Нельзя ходить в чувстве вины. Чувство вины, оно имеет магнетизм. И вы знаете, как вот взяли питона и взяли конкретно кролика и посадили. И вы обнаружите, что происходит. Кролик, он может застыть. А питон просто открыть пасть. И кролик окажется там. И он будет просто залазить ему в пасть. Почему? Потому что есть вот это гипнотическое свойство. Чувство вины. Если ты в чувстве вины, ты будешь делать следующий грех. Если ты в чувстве вины, ты будешь совершать следующее преступление. Если у тебя из-за чувства вины опять следующее преступление, что же делать? Нужно принять прощение на 100% и освободиться от чувства вины. И только свободный от чувства вины ты сможешь победить грех. Ты не должен ходить в чувстве вины, ты должен ходить в чувстве праведности. Услышь меня. Вот оно, мысль от Духа Святого. Ты должен ходить не в чувстве поражения, думая, что это нравится Богу, что ты себя истязаешь. Нет. Богу нравится, когда ты принял Его Сына Иисуса Христа. И это происходит не один раз в жизни, в момент, когда ты вышел на сцену и прочитал молитву покаяния. Иисуса Христа иногда нужно принимать по много раз в день. Принимать Его как жертву. Я прихожу в молитве, и каждый раз я принимаю Иисуса Христа. Каждый раз я говорю, что Агнец Божий. Я глубже и глубже осознаю, что Он Агнец. Понимаете, принятие Иисуса – это что-то живое, что происходит в нас постоянно. Принятие не может быть один раз. Принятие один раз может быть только впервые, а потом оно должно происходить все время, глубже и глубже и глубже. Потому что принятие и познание идут вместе. И вот это познание, оно и происходит через принятие жертв. Должен принять Христа и ходить не в духе поражения, истязая себя, а в духе превосходства. И это есть смирение, что ты сознаешь, что ты должен ходить, и ты должен себя истязать, а ты радуешься, потому что ты должен радоваться. Ты понимаешь, что Иисус заплатил за это цену, и тебе это дано. И это делает тебя праведным, это делает тебя любящим Бога. Вот почему женщина, которая просто взяла и целовала ноги Иисуса, и фарисей сказал, если бы знал он, какая женщина прикасается к нему, если бы он был пророком, то знал бы. Но Иисус, зная его мысли, говорит ему, я пришел к тебе в дом, ты целования мне не дал, она целует мне ноги. А говорит, ты мне воды не дал, ты мне вообще, говорит, ничего не дал. А она, говорит, слезами омывает ноги мои и волосами отирается. А говорит, поэтому кому прощено больше, тот больше любит. И это незаслуженно. Это все сделал Он, это все пришло с Его стороны, не от тебя. Поэтому ничего и не пытайся туда дать. Только принять это можно. Да благословит тебя Господь. Аминь. Не сдавайся. Уже сегодня ты увидишь перемены, и твое сердце наполнится радостью. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян. Друг мой, помни, я с тобой. Даже если у тебя нет веры, помни, она есть у меня. Все, что я говорю, обязательно сбывается. Я благословляю тебя. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян. Я очень-очень рад и искренне благодарен, когда вы поддерживаете мои руки, когда вы поддерживаете мое служение своими финансовыми пожертвованиями. Спасибо вам.
Пусть Бог благословит вас 1000 раз. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян.